В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нюргуяна Иванова. Глава республики Айсен Николаев вошел в состав наблюдательного совета компании «Алроса». В совете 15 человек, 7 из них от России, 5 от Якутии, 1 член от муниципального образования и 2 независимых директора, которые избираются от инвестиционных компаний и фондов. От республики в новый состав совета вошли руководитель региона Айсен Николаев, председатель правительства Владимир Солодов, министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева. Избран новый состав правительства, руководство республики. И в этой связи было инициировано Министерством имущественных и земельных отношений требование о созыве внеочередного собрания акционеров с тем, чтобы избрать новый состав наблюдательного совета. Вот сегодня по итогам голосования кворум достаточно большой, 81% акционеров приняли участие. Новый состав будет работать один корпоративный год. В компетенцию наблюдательного совета входят вопросы стратегического планирования, вопросы одобрения концептуальных документов, в том числе программ, бюджета компании на соответствующий год и одобрение сделок, которые компания осуществляет в ходе своей хозяйственной деятельности. На реконструкцию региональных дорог Якутии из федерального бюджета выделят предварительно более чем 17 миллиардов рублей. Объемы финансирования на дороге Якутска составят 3 миллиарда рублей. Из федеральных средств будут реконструированы региональные трассы Амга, Кабяй, Умнас, Нам, Яна, Анабар, Мюрю, Барагон, Мухтуя, Хатасы, Абалах и Битюн. Вопросы реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» глава Якутии Айсен Николаев обсудил с представителями финансово-экономического блока правительства, Министерства транспорта и дорожного хозяйства, отраслевых учреждений и руководства столицы республики. С 2019 по 2024 год в Якутии из федерального бюджета будут выделяться большие объемы финансирования, реконструкции и строительства региональных и столичных дорог. В 2019 году город обязательно должен реконструировать Хатын-Юрякское шоссе, а в 2020 году провести работы по окружному шоссе на участке от улицы Жарницкого до Вилюйского тракта с тем, чтобы сделать там полноценную четырехполосную дорогу. Поставил задачу Айсен Николаев. Названы регионы с самым дешевым и дорогим сетевым газом. Самый дешевый в России сетевой газ можно приобрести в Севастополе, а самый дорогой – в Иркутской области. При этом больше всего его могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В рейтинг включены 73 региона, где жители пользуются сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах. Республика Саха-Якутия в данном рейтинге заняла 14 место. Отмечу, что эксперты не ожидают существенных изменений в ближайшей перспективе. Перемены могут наступить по мере газификации Дальнего Востока, что связано с освоением крупных газовых месторождений Якутии и Иркутской области в рамках проекта «Сила Сибири». Стала известна дата проведения юбилейного 5-го Восточного экономического форума, который пройдет в следующем году с 4 по 6 сентября. Традиционно площадкой форума станет кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. За годы проведения форум стал признанной международной площадкой для обсуждения многостороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Объединение на одной площадке ведущих политиков, бизнесменов, ученых и экспертов практически из всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона создает уникальную основу для международной кооперации, сказал советник президента Российской Федерации Антон Кобяков. Восточный экономический форум становится значимым событием мирового уровня. По итогам ВЭФ 2018 всего было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов, протоколов на сумму 3 триллиона 185 миллиардов рублей. Эта сумма в 1,3 раза превышает показатели ВЭФ 2017 года. Продолжается регистрация участников на конкурс «Лидеры России». Подача заявки на сайте лидерыроссии.рф доступна до 24 октября. На 3 дня дольше, до 27 октября, можно загрузить в личный кабинет видеоинтервью, которое является обязательной частью регистрации. В течение ноября и декабря продлится дистанционный этап, состоящий из серии онлайн-тестов. Полуфиналы пройдут в 8 федеральных округах: в январе в Уральском, Северо-Кавказском и Дальневосточном, в феврале в Приволжском, Сибирском, Северо-Западном, Южном, Центральном. Лучшие участники каждого полуфинала, всего не менее 300 человек, встретятся в марте на финале конкурса. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.